Из-под земли. Это твоя работа. Я хочу, чтобы у меня колхозники жили не хуже, чем горожане. Я против. Да какой мне прок, что ты не против? Сделай дело, которое тебе поручили. В общем, вот что я тебе скажу. Пока подходящего котла не найдешь, на глаза мне можешь не показываться. Понял. Понял. Он тебе очень нравится? Он такой хороший парень. А вот и председатель. Здравствуйте. 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 Вы, по всей вероятности, новая заведующая клубом. Я не ошибся? Нет. Извините, но у меня сейчас нет времени. Верно мне говорили, что вы на культуру никак времени выбрать не можете. Необходимо срочно сделать ремонт и привести в порядок все помещения. Иначе я вынуждена буду обратиться в Министерство культуры, которое меня сюда направило. Министерство. Ишь, прыткая какая. Керим, своему другу Талмазу можешь передать, чтобы солярка к вечеру здесь была? Во-первых, Италмаз не только мой друг, но и твой. Во-вторых, не одна твоя бригада в колхозе. Ну, а в-третьих, дай чего-нибудь пожевать. С утра во рту крошки не было. Пошли. Видишь, на ходу ремонтируемся. А ты, друг, не забыл, что я есть хочу? Не забыл. Гунча сейчас покормят. Прекрасно. Только, знаешь, с планом туговато. Ну, это ты брось. Обед обедом, а план планом. Вот и подлизывайся к начальству. О, Гунча, а я и не узнал тебя. Красавица и выросла. Чаю хотите? Чаем не обойдешься, ему обед подавай. Видно, жена не кормит, совсем отощал. Спасибо, Гунча. Ладно, Керинджан, я пошел. Пока. Ну вот опять вы чем-то недовольны. Сказал же. Привезу. Ну неужели вы не верите? Один раз поверила, второй не намерена. Только раз подвел. Больше не повторится. Ну хорошо, постарайтесь. Арслан, ничего не забыл? Все сделал. Все в порядке? Ага. А на ферме с девушками поговорил? Придут? Все придут, кроме Нурбиби. Ее мать не пускает, а Монтач. Говорит, ноги твоей в клубе не будет. Ну, идет она насчет ремонта к председателю, а председатель ей ничего, говорит, не могу для вас сделать. Во-первых, у меня нет денег. Во-вторых, нет времени. В-третьих, материалов нет. И вообще, кто это все вам будет делать? А она ему, а если мы сами все сделаем, поможете? А он говорит, я уже на наш клуб рукой махнул. Сколько у меня завклубами перебывало. Приедет, уедет, приедет, уедет. Ну вот, а она председателю и говорит... Насчет других ничего вам не скажу, а я никуда не собираюсь уходить. Я приехала сюда навечно.
Караханага, здравствуйте. Здравствуйте, красавица. Зачем вам так много земли? Много. Украшения носите? Без этой земли их бы не было. Правда? Здравствуйте. Кто эта девушка? Откуда? Из города. Невестка Султанага. Садитесь, пожалуйста. Сиди, сиди, дочка. Вы чем-то встревожены? В жизни у любого человека бывает такое, чего он никогда не забывает. Никогда. Никогда. И если его мучает совесть, он помнит об этом и во сне, и наяву. Откуда ты родом? Не знаю. Я детдомовская. А как отца звали? Помнишь? Бегенч. Бегенч. Знаешь что, дочка? Пойдем-ка ко мне. Узнаешь, дочка? Вот это ты, а вот это твой отец. С твоим отцом мы работали в одной бригаде. Были друзьями. Нет, нет, я не имею права называть себя его другом. Было это в самом конце апреля. 3 суток лил проливной дождь. Потом с гор пошел сель. Меня вместе с бригадой дамбу укреплять отправили. Жутко теперь вспомнить. Валятся деревья. Кругом вода. Со всех сторон летят камни. Но работали мы как звери. На рассвете, видно, я задремал за рычагом. А когда пришел в себя, увидел, что мой бульдозер сползает в воду. Я в панике стал звать на помощь и услышал: «Карахан, держись!» Это был твой отец. Я испугался, что свалюсь в воду, и выпрыгнул из кабины. Твой отец вскочил в мой бульдозер и подал машину назад. Ногу он, как видишь, мне спас. Да что там ногу, жизнь мне спас твой отец. А сам... Как ты похожа на своего отца. И вот это твоя родинка. У отца была на этом же самом месте. Я по ней сначала тебя и узнал. Как он тебя любил.
Что вы знаете о моей матери? Понимаешь, отец твой приехал на стройку без жены, только ты была с ним. Что произошло с его женой, он нам не говорил. Однажды я спросил его, почему он не женится. Он ответил, нет и не будет в мире женщины, которая заменила бы девочке мать, а мне жену. Больше я его ни о чем не спрашивал. Доченька, иди сюда. Отнеси отцу, пожалуйста. Мама, может быть, вы сами отнесете? Неси, неси. Не бойся. Он поймет. Иди. Керимджан, что так поздно? Селим ага, ты ведь знаешь, у меня много друзей. Друзья, брат, всякие бывают. Один, считай, подарил тебе мост. Оплатить-то за этот мостик придется председателю нашего колхоза. Такие, брат, дела. Какой еще мост? Ну, этот твой, друг и Талмаз. Перила с моста, прямо начисто убрал. Спокойной ночи. До свидания. Угу. Спасибо. Пришел, сынок? Пришел. Гость к нам пожаловал. Кто? Ай, и Талмаз. О, Керим, ну, не жалеешь ты себя, друг, не жалеешь. Скотина и та по ночам спит. А ты человек, Султан ага, ну поругайте его. Ведь так недолго и ноги протянуть.
сколько не трудись, спасибо не скажут. Верно я говорю, сестренка? А ну, убирайся. Ты что, я ж к тебе как к другу. Поменьше пей. Друг. Ты мне только не морочь голову. Да нет, да ты понимаешь, я... Не желаю понимать. Знаю я тебя. В рай на чужом горбу хочешь въехать. За машину и за мост тебе придется платить из своего кармана. Слышите, что он говорит? Султан Ага, хоть вы ему скажите, я ничего такого... Хватит. Ну, ладно. На тебе свет клином не сошелся. Тоже мне пуп земли. Ты бы хоть выслушал человека. Отец, ты в мои дела не вмешивайся. Прошу. Есть будешь? Устроим торжественное открытие. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Артистов пригласим. Будет большой концерт, танцы. Не повезло, бедная Гульгерек. Сынок ей такую невестку из города привез, прямо стыд. Ты знаешь, она пьет водку. Ты с ума сошла. Может, наговаривает попусту. Пускай я сквозь землю провалю.